22 апреля 2003 года президент Абхазии Владислав Ардзинба назначил Рауля Хаджимба премьер-министром республики. До этого он был первым вице-премьером правительства и министром обороны. 22 апреля 2004 года в Женеве открылся двухдневный специальный семинар, посвященный международным гарантиям безопасности в урегулировании грузино-абхазского конфликта. 22 апреля 2005 года в Великобритании состоялась неформальная встреча грузинской и абхазской делегаций. Грузинскую делегацию возглавлял госминистр по вопросам урегулирования конфликтов Георгий Хаиндрава, абхазскую – секретарь Совета безопасности Республики Абхазия Станислав Лакоба. Встречи грузинской и абхазской сторон проходили по программе «Процесс Шляйнинга» при участии британской неправительственной организации и финансировании Евросоюза. 22 апреля 2008 года законом о введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных инвестиционных монет из драгоценных металлов была введена денежная единица Апсар. В Апсарах выпускаются только памятные монеты Республики Абхазия. В соответствии с законом монеты являются платежным средством на всей территории Республики Абхазия по номиналу, но не могут использоваться в качестве средства платежа в розничной торговле. 22 апреля 2010 года решением Сухумского городского собрания улица Аяйра в Сухуме переименована в улицу имени Владислава Ардзинба, а проспект Мира – в проспект Аяйра. Такое решение принято после обсуждения предложений Государственной комиссии по увековечению памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба и ходатайства правительства о переименовании улицы Аяйра в улицу имени Владислава Ардзинба. 22 апреля 2010 года главный режиссер Абхазского государственного драматического театра Валерий Кове поставил в Оренбургском государственном драматическом театре спектакль «Бешеные деньги». 22 апреля 2012 года в Гамбурге открылся День Абхазии – форум, организуемый Музеем этнографии города, который он ежегодно посвящает народам Кавказа. Задача музея – исследование жизни каждого из этносов. В конференции приняли участие около 200 человек, представлявших абхазо-абазинскую диаспору, и многочисленные гости. В числе организаторов форума Немецко-Абхазское общество, Кавказский культурный центр Берлина, Международная ассоциация абхазо-абазинского народа. На конференции с докладами выступили президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Тарас Шамба, доктор исторических наук Юрий Анчабадзе, поэт и этнолог Денис Чачхалия, доктор экономических наук, председатель партии «Эра» Беслан Будба, советник президента Всемирного конгресса Беслан Кобахия, полномочный представитель Республики Абхазия в Германии Хибла Амичба и другие. В процессе работы конференции на протяжении 7 часов были заслушаны около 2 десятков докладов на абхазском, немецком, абазинском, русском и турецком языках. 22 апреля 1819 года родился Фридрих Боденштедт, литератор, профессор, переводчик. По материалам, собранным во время поездок по Кавказу, Боденштедт издал в Германии 2 книги «Горцы Кавказа в их освободительной войне против русских» и «1001 день на Востоке». Основу второй книги составляют путевые заметки его путешествия по Кавказу. На русском языке книга Боденштедта вышла под названием «По Большой и Малой Абхазии. О Черкесии» в Москве в 2002 году. Как считает издатель и редактор этой книги Денис Чачхалия, особый интерес представляет та часть наблюдений Боденштедта, в которой освещается ситуация в Джигетии, так называемой Малой Абхазии. В книге также излагаются некоторые факты из биографии первого абхазского этнографа Соломона Званба, до сих пор неизвестные. 22 апреля 1908 года родился Анатолий Фадеев, советский кавказовед, доктор исторических наук. В 30-х годах он опубликовал более 15 работ по истории Абхазии, в частности, об абхазском феодализме, крестьянской реформе, крестьянском восстании 1866 года и других. В 1937 году Абхазский институт под редакцией Фадеева издал первый том сочинений швейцарского путешественника Фредерика Дюбуа де Монпере «Путешествие вокруг Кавказа», содержащий ценные свидетельства о Кавказе, в том числе и об Абхазии первой трети XIX века.
22 апреля 1914 года родился Рауф Агрба, заслуженный работник транспорта Абхазии, ветеран Великой Отечественной войны. В период военных действий им были освоены советские боевые самолеты, а также английские и американские истребители. После окончания войны в составе 3-й истребительной дивизии войска польского исполнял свой интернациональный долг в Польше. После демобилизации поступил на работу в Сухумский аэропорт гражданской авиации. Им была организована служба специального оборудования самолетов. Обеспечивал техническую готовность транспортной авиации Сухумского аэропорта. Привлекался к технической подготовке молодых кадров военных училищ городов Кривой Рог, Рига, Куинджи и других. Рауф Агрба прослужил на разных инженерно-технических должностях 50 лет. 22 апреля 1920 года родился Зураб Анчабадзе, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Абхазии, член-корреспондент Академии наук Грузинской ССР. Зураб Анчабадзе руководил отделом истории Абхазского института языка и литературы имени Дмитрия Гулия, возглавлял отдел истории горских народов Кавказа в Институте истории Академии наук Грузии. Был ректором Сухумского государственного педагогического института с 1974 по 1978 годы, а также ректором Абхазского государственного университета. Зураб Анчабадзе избирался депутатом Верховного Совета СССР и Грузинской ССР от Абхазии. Основное направление деятельности ученого – проблемы истории Абхазии, Грузии и горских народов Северного Кавказа, возникновение и развитие раннесредневекового Абхазского княжества и Абхазского царства и другие. 22 апреля 1954 года родился Виктор Гамисония, герой Абхазии, мастер спорта СССР по боксу. С первых дней войны в рядах абхазского ополчения. Был командиром группы «Зигзаг» Мыркульского батальона. В боях за село Мыркула в составе группы подбил танк, взял в плен 6 грузинских гвардейцев во главе с полковником, заместителем министра обороны Грузии по инженерно-саперной части. Во время июльского наступления Гамисония с группой принимал участие в освобождении села Тамыш. Также принимал участие в боях за села Лабра, Ктол, Пакваш, Мык и других. Погиб в одном из тяжелых боев за высоту Ануархо. За последние 10 лет, в день 22 апреля, самая высокая температура была зафиксирована в 2012 году – 16 градусов. Самая же низкая – в 2009 – это 8 градусов.